коммуникации записываются, аудио-видеозапись идет. На связи с РКБ самый северный Кукмурский район Татарстана. Это возможности телемедицины. Пациентов с тяжелыми заболеваниями консультируют ведущие врачи. Сюда же доставляют больных на обследование и лечение со всех уголков республики. В рамках нацпроекта здравоохранения РКБ пополнится новым оборудованием. А по сердечно-сосудистым заболеваниям Татарстан ударит открытием передового центра. Ставим задачу создания еще одного регионального сосудистого центра, так как недостаточно региональных центров, которые функционируют на базе МКДЦ. Экскурсию по ведущим объектам здравоохранения для экспертов клуба «Волга» провел сегодня лично министр Марат Садыков. А до этого только виртуальную уже для зрителей в сети, где показал возможности Центра экстренной медицины. Здесь у нас приемный покой, противошоковая палата. Сюда привозят людей с большим риском для жизни. Эксперты увидели условия для самых маленьких пациентов в ДРКБ. Надежду Лебеденцеву с ребенком направили сюда из Кировской области. Воспитатель с нами работает, делают нам экскурсии. В общем-то, пребывание такое приятное. Обычная группа 6-8 человек. Повышают свою квалификацию врачи в образовательном центре высоких технологий. Оборудование самое передовое – тренажерные симуляторы, УЗИ-аппараты. Завершаем курс осмотром людей с жалобами на суставы и с отработкой техники малоинвазивных вмешательств под контролем ЗИП. Качественная подготовка врачей со студенческой скамьи. Эксперты посетили и симуляционный центр Казанского федерального университета. На площади в 400 квадратных метров создана мини-копия больницы. Только вместо пациентов манекены, а оборудование самое настоящее. Здесь и операционная, и травматология, даже родильный зал. А это палата детской реанимации. Здесь, к примеру, учат, как выхаживать недоношенных малышей. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи, борьба с сердечно-сосудистыми и онкозаболеваниями, развитие детского здравоохранения – все это ключевые направления нацпроекта. И Татарстан, по мнению экспертов, к этому готов. У Татарстана есть все возможности, чтобы сделать тот рывок, который и достичь той цели, которая поставлена в национальном проекте. То есть у вас база мощная. Уж не говоря о том, что для повышения квалификации кадров у вас 3 вуза фактически здесь. Около 7 миллиардов рублей получит республика в течение 3 лет на реализацию нацпроекта. Основная задача – увеличить продолжительность жизни и снизить смертность. Анна Городова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань.